Камера, мотор, начали. Съемки к короткометражному фильму под названием «Штурм» идут с раннего утра. В нем рассказывают о двух друзьях детства, один из которых выбрал дорогу, из-за которой рано или поздно придется отвечать перед законом, а второй представляет интересы закона. Подробности сюжета держатся в тайне, этим заинтриговывая зрителя. Процесс съемок в самом разгаре. Здесь развернутся главные события. В результате специальной операции будет пресечена деятельность организованного преступного сообщества по незаконному сбыту особо крупных партий наркотических средств. Идея снять фильм на эту тему пришла молодому режиссеру Магомеду Барханоеву. Со своим проектом он выехал на форум «Машук» в 2019 году, где и смог его защитить на отлично. В итоге выиграл около 2 миллионов рублей. Но для того, чтобы снять фильм, хоть и короткометражный, необходимо было обучить молодых ребят актерскому мастерству, работе операторов и режиссера монтажа. На все это понадобилось определенное время. И вот сейчас каждый из них занимает свое место на этих съемках. Оружие, деньги и наркотики – все как в настоящем американском блокбастере. Шамиль Цычоев в этом фильме играет положительного героя. Молодой человек работает с молодежью в постпредстве Москвы и знает о пагубной привычке подрастающего поколения. По его словам, наркотики постепенно уничтожают все хорошее в жизни ребят. Шамиль уверен, при правильном подходе и доступной информации молодежь способна сформировать собственное мнение о таком явлении, как наркомания. Главная цель, которую мы преследуем, это снижение наркомании, имеется в виду у нас в республике. Посредством именно таких фильмов мы думаем, что мы сможем как-то повлиять на ситуацию. От того, как правильно снимут кадр с учетом пересвета и многих других нюансов, зависит сам фильм. В этом заслуга оператора, который во время съемок является глазами и мозгом съемочного процесса. К своей работе Имран Таурбеков относится со всей ответственностью. Кадр за кадром он пытается поймать нужный момент. Илез Магушков работает с молодежью республики не первый год. Он сам ранее снимал различные социальные ролики, за что и получал множество положительных отзывов от жителей региона. По его словам, посредством этого фильма станет возможно показать все стороны пагубного влияния наркотических средств, особенно на подрастающее поколение. Данный фильм, думаю, он повлияет на нашу молодежь в лучшую сторону, и они начнут хотя бы, у них будет чуть-чуть понимание того, что это плохо. По словам главного идейного вдохновителя фильма Магомеда Барханоева, над самим сценарием думали долго, подбирали локации и готовили актеров. За его плечами еще несколько короткометражных фильмов, один из которых называется «Мужество предков». Но его презентации еще не было, поэтому уверен, что отдача зрителей обязательно будет. Учитывая отзывы, которые люди оставляют, наша молодежь оставляет, они меня подпитывают на то, чтобы я и дальше как бы двигался, дальше думал над тем, чтобы какие-то проблемы наши раскрыть. Ну и подытожить, если, то думаю, именно учитывая все это, видя эти отзывы, я думаю, что хоть какую-то мысль или хоть что-то я могу этим донести до ребят, чтобы они прочувствовали, увидели, поняли. Ну, в любом случае, сегодня это максимум, что я могу, и почему бы и нет, и не постараться хоть как-то приложить свои усилия во благо нашей молодежи и нашего народа. Наркотики на экране появляются редко. Магомед Барханоев сосредоточен на последствиях зависимости, которые затрагивают не только самого наркомана, но и его близких, превращая их жизнь в бесконечную печальную карусель. Презентация фильма состоится через несколько месяцев. Авторы уверены, что говорить о нем после будут долго. Светлана Томова, Магомед Белакиев. Новости 24.